Уважаемый суд, Ваша честь, госпожа председательствующая, я на самом деле долго думал, надо ли мне выступать, все-таки решил сказать вам открыто то, что самому себе даже наедине признать бывает трудно, почти невозможно. Я хочу покаяться перед судом, руководством страны и решителями Республики Коми. К моему горю, в итоге моей работы на посту главы республики в конечном итоге оказались неутешительными. Как я уже говорил государственному обвинителю, я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Еще раз подтверждаю показания, данные мною на стадии предварительного следствия и в суде. До избрания на должность главы республики я не имел опыта практической работы в экономике, поэтому доверился своему знакомому бизнесмену Александру Зарубину, который проявил инициативу по подбору на должности моих заместителей и министров, компетентных специалистов, способных наладить бюджетный процесс. Поначалу все шло хорошо, но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога. Со временем ко мне стала поступать информация о том, что рекомендованные Зарубиным люди используют государственную службу и в своих интересах. Я пытался разобраться, но потом понял, что команда Александра Зарубина – это единая сплоченная группа, и получилось так, что я невольно, неосознанно способствовал созданию так называемой преступной группы, в которой мне было отведено место свадебного генерала. Зарубин стал мне оказывать финансовую помощь, когда отменили персональный бюджет для главы республики. Я понимал, что брать эти деньги неправильно, но боялся отказом обидеть Зарубина. Сегодня понимаю, что просто струсил тогда перед ним, и моя непринципиальность привела меня в итоге в этот зал. В 2009 году я предпринял попытку исправить ситуацию, назначив своим заместителем отставного генерала ФСБ Пиюкова Николая Михайловича, за что Зарубин в резких тонах отчитал меня по телефону. И тут мне стало понятно, что одному генералу с командой Зарубина тоже не справиться. В 2010 году главой республики Коми стал один из рекомендантов Зарубина Газер Вячеслав Михайлович. Меня перестали посвящать в деятельность правительства, никто со мной ни о чем не советовался, не просил. Но деньги по-прежнему Зарубин мне давал. Я при этом хочу отметить один факт. Можете сомневаться в этом, можете нет, но это на самом деле так. Я об этом сказал на следствии, что деньги, которые я получал, они не уходили от меня людям, так как они практически были мне не нужны. И в этот момент я полностью переключился на работу в Совете Федерации. Тем не менее, ответственность за случившееся и вину себя за весь этот период я не снимаю. Уважаемый суд, если это возможно, прошу простить меня за то, что мне не хватило смелости проявить принципиальность и твердость и избавиться от опеки Зарубина и его команды.
За все время, что я нахожусь в этой страшной для меня ситуации, каждый день для меня это огромная боль и стыд. Стыд в первую очередь перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который в свое время поверил мне, поддержал и поддерживал меня. А я, получается, в конечном итоге не оправдал его доверие. Я приношу глубочайшие извинения президенту нашей страны, извинения жителям республики за то, что не оправдал ваших надежд. Если сможет, простите, уважаемый суд, ваша честь. Я за свои действия подлежу ответственности. Закон суров, закон. Но при этом прошу поверить, что за эти 3 года следствия суда я уже наказал себя сам. Не было дня, чтобы я не предъявлял себе обвинения и не говорил, что да, виновен. За эти 3 года я постарел лет на 30, стал инвалидом. На моем попечении престарела 100-летняя мама, неизлечимо больная. Я вынужден так говорить, 70-летняя жена. 17 лет для меня это смертный приговор. Я понимаю. Да Бог с ним. Я давно уже не дорожу своей жизнью. Но я очень беспокоюсь, на кого оставлю своих престарелых близких. Да, я подлежу наказанию, еще раз хочу это сказать, но при его назначении, если суд сочтет это возможно, прошу проявить снисхождение. И может быть не столько из-за меня, сколько из-за моих близких.